Маинская детская школа искусств имени Марины Константиновны Поповой была открыта в 1958 году и до сегодняшнего дня неустанно развивает творческий потенциал и продолжает свой путь развития. Одним из факторов успешной деятельности школы является педагогический коллектив, состоящий из молодых и опытных преподавателей. Они достойно продолжают дело тех, кто стоял у ее истоков, настоящих педагогов по призванию. За годы развития школа выросла в коллектив с богатыми творческими традициями и успехами, историей. И сегодня под руководством заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия наша школа является одним из ведущих детских школ республики, а с 2022 года является одним из первых фирменных школ Высшей школы музыки имени Василия Афанасьевича Босикова Республики Саха-Якутия. На сегодняшний день в школе по дополнительным общеобразовательным, предпрофессиональным и общеразвивающим программам учащиеся обучаются успешно на 8 отделениях, таких как фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты, народные инструменты, вокал, декоративно-прикладного и хореографического искусства. Выпускница Маинской музыкальной школы Светлана Николаевна Маркова, преподаватель высшей квалификационной категории отделения фортепиано, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, выбрав себе профессию музыканта-педагога на всю жизнь, остается ей верной. Педагогический стаж Светланы Николаевны составляет 44 года, а в данной школе она работает более 40 лет. Светлана Николаевна в своей преподавательской деятельности применяет различные методики, имеет ряд печатных изданий по методике преподавания, которые, несомненно, являются подспорьем для преподавателей в обучении юных музыкантов-пианистов. Светлана Николаевна имеет свою методику работы с одаренными детьми, вовлекает их в конкурсную и концертную деятельность. Ее ученики – это обладатели гран-при, лауреаты и дипломанты многих зональных, республиканских, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Наша школа гордится ее воспитанниками, выпускниками Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия. Ее ученики успешно обучаются на отделении фортепиано в Якутском музыкальном колледже имени Марка Николаевича Жиркова. Многие ее выпускники ныне плодотворно трудятся в сфере культуры республики. Светлана Николаевна, как человек творческий, постоянно идет в ногу со временем. Она постоянно повышает свое педагогическое мастерство, делится своим многолетним опытом работы с коллегами через открытые уроки и выступления на педагогических советах. Ее профессионализм был высоко оценен на первом республиканском конкурсе «Учитель искусств», где она стала обладателем гран-при. За плодотворную многолетнюю работу она награждена многими почетными грамотами и благодарственными письмами ведомств. Но самой главной ее наградой является, конечно же, это любовь и уважение ее учащихся, для которых она оставляет яркий свет в их жизни. В 1980 году она окончила Якутское музыкальное училище имени Марка Николаевича Жиркова по специальности фортепиано, квалификация преподаватель детской музыкальной школы, концертмейстер. В 1987 году с отличием окончила Куйбышевский государственный педагогический институт, музыкально-педагогический факультет по специальности фортепиано и музыка с квалификацией преподаватель фортепиано. В нашем фортепианном отделении сейчас обучаются 14 учащихся с 1 по 8 класс, и работаем мы по программе, по общеразвивающей программе и по ФГТ. Дети у нас очень активные, очень способные, очень люблю с ними заниматься по ансамблевой игре, и мы активно участвуем во всех престижных конкурсах не только нашей Республики Саха-Якутия, но и за рубежом и в больших городах. Первые учащиеся поступили в начале учебного года. Это были Алишер Салидинов и Чичахова Стеша из Маинской музыкальной школы.
они попали именно в класс Альбины Ильиничны Герасимовой. Сейчас Алишер является ведущим концертмейстером театра, оперы и балета имени Сурна Амаллана. Девочка моя поступила в духовое отделение Чичахова Стюша, работает тоже по своей профессии. Потом уже в высшем обучались многие. Из них я вспомню Васильева Валентина, потом Федорова Радика. Зоя Тарабукина успешно закончила высшую школу музыки. И последнее время, вот последние годы обучались двое, это закончила по вокальному отделению Саргалана Зыкова и учится сейчас Мария Колосова. Наш выпускник Майнской музыкальной школы Саша Тумусов является сейчас студентом Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского в Москве. И часто к нам приезжает Саша и дает мастер-классы и помогает нам, нашим воспитанникам. И мы очень рады и очень горды тем, что из нашего улуса он стал первым профессиональным музыкантом-пианистом. В 1999 году первой ласточкой нашей школы стала Валерия Титова. Она участвовала в 4-м всероссийском конкурсе имени Константина Николаевича Игумнова в городе Липецке. Мы поехали в первый раз в такой престижный конкурс, и для нас стал этот конкурс очень плодотворным, потому что Валерия попала на 3-й тур и стала финалисткой этого престижного конкурса, стала дипломантом и еще обладательницей специального приза за лучшее исполнение Петра Ильича Чайковского. Победы начались у нас уже в престижных конкурсах международных, всероссийских и республиканских. Я хотела бы здесь сказать еще 2006 год, я вспоминаю, это международный конкурс к столетию выдающегося композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича «Столетие». Это был конкурс в Москве, и в нем участвовала воспитанница нашей школы, ученица 4 класса Петрова Алена, и стала лауреатом этого конкурса. И была присуждена ей специальный приз за лучшее исполнение пьесы Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Хочется отметить, что наши дети в последнее время участвуют уже в международных конкурсах уже за пределами России. И для нас 2018 год стал тоже очень богатым. На 12-м международном конкурсе фестиваля «Очарование Богемии», это в город Прага, в Чехии, участвовали из нашей школы Колесова Мария и Макарова Нюргияна, тоже по номинации «Соло» и «Ансамблевая игра». Мы ездили на международный конкурс в Сеул, это Южная Корея, «Цветы жизни», тоже международный конкурс, фестиваль. Там тоже эти же девочки, и плюс еще Жиркова Саргалана, тоже стали лауреатами этого конкурса. Вот так нас приглашают в престижных конкурсах. К сожалению, вот последние годы мы участвуем тоже только в республиканских школах, но очень престижных. Это, конечно, новые имена Якутии. И в этом году у нас прошел конкурс к юбилейной дате выдающейся тоже нашей пианистки, преподавателя Татинской музыкальной школы Анне Михайловне Саватеевой, посвященной. И на этот конкурс приехало с нашей республики очень много участников, и это нас очень радовало, потому что около 200 детей, пианисты, играли в этот день очень хорошие, очень даже забытые произведения наших композиторов якутских. Там обязательно в программе было, чтобы одна песня была, значит, пьеса якутского композитора. И в этом конкурсе наша воспитанница, уже выпускница в этом году нашей школы, Цепандина Велена, завоевала титул Гран-при.
Моя дочь Велена Цыпанина, ученица 8 класса отделения фортепиано. С детства она мечтала играть на пианино. Светлана Николаевна наш любимый преподаватель. Она профессионал своего дела, развивает музыкальный талант наших детей, всегда подскажет и поможет. Мы хотим за это ей сказать большое спасибо, за понимание, за нелегкий труд, за терпение. И хотим пожелать ей благополучия, крепкого здоровья и много новых творческих успехов. Я очень люблю играть на фортепиано. С особым волнением исполняю произведения наших великих композиторов Моцарта, Баха. Каждый год я участвую в конкурсах и занимаю призовые места. Я очень благодарна своему учителю Светлане Николаевне за все уроки и достижения. Она нас научила трудолюбию и любить музыку. Мне нравится композитор Ван Бетховен. Мне нравится его жизнь и как он стал музыкантом. На музыкальной литературе мы как раз изучаем их биографию, мы изучаем их произведения. Моя дочь Карина и племянница Нарьяна Романовы учатся в 5 классе отделения фортепиано. Учителем является Светлана Николаевна Маркова. Наш учитель очень талантливый, опытный педагог, взрастивший не одно поколение юных пианистов нашего Улуса. Выражаю огромную благодарность нашему учителю за кропотливый труд, любовь к детям и музыке. Светлана Николаевна снискала уважение коллег и родителей учащихся, потому что весь ее профессиональный путь – это образец служения благородному делу обучения и воспитания детей, приобщения подрастающего поколения к музыкальному искусству.